Добрый день, дорогие зрители нашего подкаста. Меня зовут Захаров Эльдар. И сегодня у нас в гостях два участника молодежного форума республиканского под названием «Брлик». Это лидер молодежи культурного центра «Беларусь» Тристан Евгений, а также лидер молодежи греческого этнокультурного центра Дмитрий Бабулиди. Они стали участниками республиканского проекта «Брлик». Хотелось бы начать с самого такого интересного. Как вам вообще поездка, по вашему мнению? Как дорога? Что именно делали в Караганде и Темиртау? Учитывая, что это первая поездка для меня за такой долгий промежуток времени, и она оставила очень хорошее впечатление для меня, тем более учитывая, что это город Темиртау Карагандинской области, Караганда – это же фактически географический центр Казахстана, то есть было интересно побывать в нашем фактическом географическом центре. Впечатления только хорошие остались. Что нового планируете ввести в свою работу после участия в молодежном лагере «Брлик»? Что вы для себя взяли? Было очень много тренингов, которые были в разных направлениях. Это также работа с молодежью, это коммуникация в социальных сетях. Были такие тренинги, как повышение уровня молодежной работы, коммуникация в социальных сетях. А по поводу коммуникации молодежи с разных регионов, это очень интересный опыт. Я не могу не отметить тренинги, направленные, которые были на развитие волонтерского движения. Ведь волонтерство набирает большие обороты, особенно у нас в Казахстане и особенно среди молодежи. И если посмотреть, то основная составляющая волонтеров – это как раз-таки молодежь, наши с вами ровесники. И, безусловно, волонтерство, оно необходимо нашему обществу как одна из главных задач гуманизма. То есть поддержка друг друга в трудные ситуации, оказание необходимой помощи. И также хочется довести мысль Евгения по поводу тренинга, направленного на просвещение нас о коммуникации в социальных сетях и ведении социальных сетей. Лично для себя я взял определенные моменты в ведении социальных сетей, то есть как их лучше и интереснее вести, если вы медийная личность, то есть ваша личная социальная сеть, или же если у вас какая-нибудь организация, молодежное объединение, то есть, например, Инстаграм нашего молодежного крыла или в общем нашего центра. Безусловно, я возьму некоторые моменты для себя и буду применять их на практике. Вот получается, а какие вам именно направления понравились? Кто был спикером? Ваше самое любимое направление, которое вы точно возьмете для себя? Мне очень понравился тренинг, точнее мастер-класс по обучению игры в Тоускамала. Сам я умею играть, но так получилось, что одной девочке, которая только-только научилась, я сдал позиции перед ней. Поэтому есть чему учиться дальше. Я бы выделил тренинг, который был как раз-таки направлен на просвещение нас о волонтерстве. Например, я не знал, что именно движение, которое так и называется волонтерство, оно относительно молодое у нас в Казахстане. И было интересно узнать о том, как оно зародилось, где зародилось. Оказывается, родина волонтерства – это Франция. И также было интересно узнать основные направления данного движения, к чему оно должно привести нас, наше общество в целом, и какова его роль в нашем обществе. Данный тренинг вела Миронюк Татьяна, как раз таки тоже является представителем волонтерского движения. И я могу сказать, что это мастер своего дела. Хорошо. Если у вас в плане организация мотивационных встреч с молодежью региона, если да, то по какой теме? Я бы провел с молодежью тренинг и мастер-класс даже по волонтерству, потому что Татьяна Александровна очень хорошо объяснила и пояснила концепцию, в принципе, волонтерства. И провела такой же мастер-класс по менеджменту. Это было очень интересно по созданию своего молодежного проекта. Мы весь тренинг, мы там сидели 2,5 часа, около 3 часов сидели мы на этом тренинге. Но он был не скучно, не нудно, он был интересный, потому что за все 3 часа наши 5 команд, на которых нас разделили в первый же день, делали каждый свой молодежный проект. Да, вот хочется дополнить, это даже было не просто тренинг, а вот именно интерактив. То есть Татьяна Александровна, она нас прям заинтересовала и не просто рассказывала, заставляла слушать, а как раз-таки
призывала нас работать. То есть мы были именно вовлечены в процесс, а не просто как слушатели. То есть, получается, за это время мы создали 5 молодежных проектов, которые можно будет запустить в принципе. Отлично. Вы были участниками обучающего тренинга «Информационное сопровождение деятельности АНК в социальных сетях». Что можете рекомендовать специалистам медиа-отдела? Ну, у нас был тренинг по ведению соцсетей, в частности Инстаграма, потому что это такая сейчас платформа, которая выходит в первые ряды. Нас учили, как правильно вести эти соцсети, как правильно оформлять их и чем заинтересовывать, в принципе, молодежь. Молодежь и публику. Поскольку мы живем в такое время, что сейчас все происходит в спешке, большой акцент на этом тренинге сделали на том, что информация должна быть лаконичной. То есть зачастую желательно кратко и по делу. То есть сказали, не обязательно писать какие-то огромные посты, лучше сказать мало, но содержательно. Потому что, к сожалению, люди то, что лайкают и в общем читают, смотрят, они не до конца это просматривают и могут даже лайкать, комментировать то, чего не узнали до конца. То есть вначале мысль может быть одна, а в конце другая. И, соответственно, чтобы такого не было, чтобы люди до конца ознакомились с информацией, желательно делать ее как раз-таки лаконичной. Поделитесь со мной, чем удивили павлодарцы, зрителей творческого вечера «Минута славы» и что интересного вы предоставили. По поводу «Минуты славы», как я уже говорил ранее, нас разделили по командам. И то есть в каждой команде, например, мы с Димой были в разных командах. Распределили не по регионам, а по Жеребьевки. По жеребьевке, да. И поэтому именно павлодарцы, не знаю, чем удивили, но я был на высоте. Потому что меня окружали девчонки в моей команде. Расскажи. И вот, наша команда называлась «Евгений и дочки». А мы делали номера, мы спели 2 песни и сделали 1 танец. Команда, в которую попал я, она тоже представляет себе целую кладезь талантов. Потому что в ней объединились совершенно разные люди. То есть, безусловно, и люди разных национальностей, и разного возраста. То есть, мне там было 19, кому-то 25, кому-то там 27, 28. Кто-то уже был на исходе молодежного возраста. У нас была такая и разновозрастная, и также хочется выделить полиязычная команда. То есть у нас были люди, которые владели чисто русским языком или чисто казахским, или и там, и тем языками. Но мы прекрасно понимали друг друга. Также вот, что касается «Минуты славы», мы удивили зрителей постановкой свадебного номера. Мы ставили свадьбу, в основном по казахским традициям, однако песни были совершенно разные. Песни, пляски. Также у нас был парень, который играет на различных музыкальных инструментах. И, как говорится, что за свадьба без баяна? И, безусловно, он привез с собой баян и дамбру и оказал нам музыкальное сопровождение во время исполнения этого номера. Я даже знаю, как его зовут. Его зовут Рома Борисовский. Да, совершенно верно, если я не ошибаюсь, он из города Кокшетау. Последний день нашего пребывания там, когда на утренней зарядке, а точнее в ее завершении, я созвал всех его участников на большой круг греческого танца. Это было очень здорово, это оставило приятные и незабываемые впечатления в моей памяти, которые, я думаю, никогда не уйдут. Это здорово, потому что греческие танцы – это танцы дружбы, поскольку практически во всех танцах люди держатся за руки. То есть это показывает сплоченность народа, и мы ее как раз-таки показали. Безусловно, это было очень здорово и приятно, что танец моей культуры произвел хорошее впечатление на других участников этого лагеря. Что сделали участники молодежного лагеря в ходе спортивно-экологической акции «Біздің күшіміз бірлікте» в поддержку Таза Казахстан? Чем можете похвастаться и что планируете сделать в родном городе? Ну, эта акция проходила на территории всего комплекса «Космонавт», где мы находились. Там в том числе был и пляж, и пирс, и лесопосадки. Смысл этой акции был в том, чтобы своими командами мы, так скажем, прибрались на территории, и победителем, кто соберет больше мусора, по мешкам, по коробкам, по количеству мусора, будет выявлен победитель.
Как вы себя проявили в танцевальном батле? Победили или как вообще это все происходило? Ну, прям танцевальным батлом это назвать тяжело. У нас скорее была как дискотека, которая проходила возле костра. И, соответственно, мы развели просто большой костер и разговаривали вокруг него. А потом подключились к колонке и слушали разные песни, танцевали. Под разные песни на разных языках были и казахские, и русские, даже греческие, турецкие песни, абсолютно разные. И под абсолютно разные песни на абсолютно разных языках мы показали свое единство, свою сплоченность, дружбу. Мы даже, можно сказать, да, подружились друг с другом. И хочу еще подметить, что когда колонка перешла в руки Дмитрия, прозвучала песня наша о нашем Павлодаре. Павлодаре. Серик Мусалимов. Да. Всем она понравилась. И все пойдем танцевали дружно и весело. Также мы решили вспомнить некоторые песни нашего детства. Это Армандастр Курдастар. Кстати, эта же песня о друзьях, об одноклассниках, которые учились вместе в одной школе, выросли в одном дворе. И под эту песню, я помню, даже мы взялись за руки, стали водить большой хород вокруг костра. Тоже это было здорово. Что вам, парни, запомнилось больше всего во время пребывания в молодежном лагере Берлик в Темиртау? Больше всего запомнилось знакомство с новыми ребятами, с новой молодежью с других регионов. Я выделю наши непосредственные выезды в город Темиртау. Как известно, Темиртау – город металлургов. Я выделю наши непосредственные выезды в город Темиртау. Это посещение культурно-исторического комплекса первого президента. Особенно я отмечу то, что этот музей посвящен не только первому президенту, но и в целом становлению независимости и государственности Казахстана. В фотографиях, каких-то инсталляциях показывается то, как Казахстан приобретал свою независимость и как раз-таки укоренялся в ней, что также играет большую роль на повышении нашего национального самосознания. Выделю посещение мемориального комплекса в селе Долинка, Карлага. Мы не были в самом здании, где непосредственно содержались пленники, но мы находились в здании, где в свое время находилась администрация. Знаете, эти чувства, которые мы там испытали, не передать словами. Потому что данный комплекс состоит из множества комнат. Каждая комната имеет свое звуковое сопровождение. Каждый экскурсовод понимает, о чем рассказывает, и интонацией своего голоса дает понять, что он рассказывает не просто какую-то шутку, не просто даже какие-то события о том, как кто-то куда-то приехал, а непосредственную трагедию большого нашего народа. И там рассказывалось не именно о самом Карлаге, а с начала Великого Голода. Поэтому это вся история с начала голода и до Карлага, и до современного Казахстана. Это вот вся история Казахстана с начала 20 века. Какими интересными идеями организации и сплочения молодежи вы можете поделиться? Может быть, какие-то слова напутствия для нашей молодежи? Я бы хотел обратиться к нашей молодежи, к нашим с вами ровесникам именно со словами напутствия. Давайте оправдывать всевозможные на нас с вами ожидания, реализовывать цели, которые мы ставим, несмотря ни на какие препятствия, стремиться к их осуществлению. Как-никак металл закаляется в огне, и каждое испытание должно делать нас только сильнее. Не могу не вспомнить слова Макжана Жумабаева «Араснадай айбатты, жолбарыстай каратта меньше страха синим». Я верю в молодежь, которая сильная, как тигр, могучая, как лев. И давайте же мы с вами станем такой молодежью. Ну так, дорогие друзья, на такой прекрасной ноте хотелось бы завершить наш подкаст на нашем Берлик-хаусе. С вами был Евгений Тристан, Дмитрий Бабулиди и Захаров Эльдар. Всего вам самого наилучшего.